Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абибулаев. Сегодня в нашей программе. Муфти Крыма выступил в Стамбуле на заседании 9-го форума Евразийского исламского совета. Международная конференция в Ялте. Отсутствие светофоров на пешеходных переходах. Первый выпуск информационно-культурологического журнала. Муфти Крыма Хаджи Эмирли Аблаев выступил в Стамбуле на заседании 9-го форума Евразийского исламского совета «Ислам Евразии. Перспективы развития, единения и взаимодействия в противодействии течениям, использующим религию во зло». В своем докладе Эмирли Аблаев призвал противостоять религиозным течениям, которые используют религию в корыстных целях. Также муфти Крыма рассказал, что на сегодняшний день на Крымском полуострове строятся мечети, функционирует медресе, в ближайшее время откроется исламский институт. Кроме того, после длительного периода застоя активно ведется строительство соборной мечети. В Крыму продолжает свою работу международная конференция «Крым в современном международном контексте». Сегодня мероприятие проходит в Ялте. В ней принимают участие представители более 20 государств, в том числе журналисты, общественные деятели, политики из Италии, Турции, Китая, Болгарии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Греции, Сербии. Участники форума обсуждают роль гражданского общества и народной дипломатии в развитии сотрудничества в Черноморском регионе, расширение диалога культур и религий, укрепление связей крымских национально-культурных автономий и общественных организаций с зарубежными диаспорами. Наш корреспондент Диляра Шевкетова рассказала в режиме телефонного звонка подробности встречи. Сегодня конференция проходит в Ялте, где создана очень уютная и приятная атмосфера, потому что отель, в котором проходит это, находится на берегу моря. Международные эксперты, представители крупнейших деловых и общественных организаций из Болгарии, Греции, Казахстана, Китая, Турции, Франции и многих других стран обсуждали вопросы развития общественной дипломатии, международного делового сотрудничества. С докладами выступил и президент Федерации крымско-татарских объединений Универсель. Универсель не разделяет враждебных отношений со стороны Запада, и он уверен, что сам санкционный режим, который введен против России, не имеет смысла и должен быть отменен в ближайшем будущем. В разговоре Универсель рассказал нам о том, что новый лист истории Крыма начался в 2014 году. В дальнейшем он надеется на то, что объединение восточных стран в период, когда идет давление Запада, сейчас самое подходящее время. Кроме того, в рамках конференции прошли секционные заседания, на которых студенты Крыма обсуждали участие молодежи в общественной дипломатии Крыма за разрешение конфликта в современном мире. Представители 10 стран предложили создать Международный молодежный центр по развитию общественной дипломатии, а также утвердили концепцию ассоциации и создали рабочую группу, которая будет заниматься реализацией действий на 2016-2017 год. Площадкой для этого будет выступать Крымский федеральный университет, в котором 3000 иностранных студентов представляет 50 стран. Теперь впереди заключительное заседание, на котором подведут итоги конференции и примут декларацию. Сегодня в нескольких населенных пунктах полуострова проводятся обыски, в ходе которых задержаны руководители запрещенной в Российской Федерации организации Хизбут Тахрир. Напомним, организация Хизбут Тахрир в ряде стран мира признана террористической. В России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда Российской Федерации от 2003 года. Всем 5 людям инкриминируется статья 205.5 «Организация и участие в экстремистской организации». На данный момент все люди, участвующие, подозреваемые, доставлены в Следственный комитет ФСБ, проводятся допросы. К сожалению, во время обыска были найдена литература, материалы, флеш, накопители с материалами этой организации. Хизбут Тахрир является запрещенной в России организацией и считается террористической организацией. Поэтому участие и организация ячеек этой организации, конечно же, пресекается законом. Поэтому мы призываем всех мусульман быть бдительными к этому движению и принять соответствующие меры, чтобы обезопасить себя и обезопасить свою семью.
Кроме того, глава Госкомнадзора Заур Смирнов прокомментировал эту ситуацию, отметив, что причиной тому является множество обращений в правоохранительные органы и органы власти к руководству республики в отношении деятельности на территории полуострова Хизбут-Тахрир. Эта деятельность вызывает возмущение среди крымских мусульман и крымчан в целом, подчеркнул Смирнов. Межнациональное согласие на полуострове остается важным аспектом сохранения мира на полуострове. Об этом сегодня говорили на круглом столе в Крымском федеральном университете. Подробности в сюжете. При КФУ был создан комитет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Инициатива создания принадлежит студентам исторического и философского факультетов. Комитетом часто проводятся круглые столы. На сегодняшний был приглашен председатель Госкомнадзора Заур Смирнов. Участники зачитали свои доклады, темы которых касались запрещенных в России организаций сохранения культурного наследия, а также пресечения межнациональных конфликтов. Единственной правильной идеологией в исламе является суфизм, и только он имеет право проповедоваться на территории Российской Федерации. Это, как я уже говорил, вызвало довольно большой ажиотаж. Вступает это в конфронтацию с Конституцией Российской Федерации, в которой сказано о том, что у каждого гражданина Российской Федерации есть право выбора, свобода воли. Обсудили сегодня и проблему обучения на родном языке. Кроме этого, рассмотрели вопрос возвращения улицам и населенным пунктам исторических названий. И в последние годы вновь становится популярной тема возвращения населенным пунктам исторических названий, поэтому я хотел бы еще раз поднять эту тему на нашем круглом столе. Эта идея активно пропагандируется и продвигается активными деятелями различных национальных меньшинств. Однако очень часто ими не учитываются возможные последствия таких решений, и люди, воспринимающие от них эту информацию, тоже их для себя не учитывают. Потому что это очень сложный и многогранный процесс, который, во-первых, требует больших средств для реализации, и при этом он повлечет для себя большие трудности для рядового населения. Законодательство Российской Федерации нашло некоторые иные инструменты для, скажем, восстановления, в том числе исторической справедливости, а именно эти инструменты оглашены и провозглашены в законе Российской Федерации о восстановлении жертв политических репрессий от 92 или 91 года, по-моему, 92, где сказано, что восстанавливая права народов, репрессированных по национальному признаку, возможно восстановление названий в ареале их проживания, топонимических, гидронимов, топонимов. Значит, и делается это не так, как вы сейчас предполагаете, а путем параллельного их использования. Это не требует никаких других решений, помимо как только просто использования этой надписи после официального знака. Максим Нырков – студент 3-го курса. Основное направление обучения – религоведение. Сегодня его доклад был посвящен разжиганию межнациональной розни на полуострове. Максим представил ролик, который был подготовлен одним из средств массовой информации, в котором заключен смысл разжигания конфликта между славянами и крымскими татарами. Сегодня мы хотели наладить, по крайней мере, первый мостик, проложить в сторону властей, особенно органов исполнительной власти, которые занимаются именно этими вопросами, межнациональными, межконфессиональными. И очень приятно, что Заур Русланович так откликнулся буквально сразу и посетил наш круглый стол. В такой дружественной обстановке мы его провели. Инициатива, исходящая от студентов, проводить подобные мероприятия с представителями власти и общественности, где обсуждаются серьезные проблемы, не может не радовать. Ведь студенты – это будущее Крыма, и именно от них зависит дальнейшее развитие всего полуострова. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». В районе населенного пункта Ливадия затонул плавучий кран, который перемещался из прибрежного поселка Гурзуф в направлении Севастополя. По данным МЧС, спецтехника затонула в 4 километрах от берега. В момент происшествия на его борту находилось 8 человек. Все они жители города Новороссийск. 5 из них удалось поднять на борт буксира, сопровождавшего кран. Поиски 3 членов экипажа продолжаются. Более 50 человек, 10 единиц техники, сухогруз и водолазы работают на месте затонувшей спецтехники. На нерегулированном перекрестке улиц Футболистов и Гражданская водитель автомобиля «Лифан» выехал с второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. После чего автомобиль ВАЗ выехал за пределы проезжей части и столкнулся с забором домовладения Футболистов 125.
Проживающая по улице футболистов Оксана Киян рассказала, что уже не первая авария происходит на этом участке. Девочка с параллельного класса в 6 классе учится. Шла с мамой. Хорошо шла с мамой. Мама отодвинула быстренько ребенка. Ребенка немножко зацепила. Не без последствий, конечно. Вот такое случилось. А если бы дети шли сами в школу, то было бы просто страшное горе. И мы очень много раз, когда улицу открывали, просили: положите, пожалуйста, полицейских лежачих. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Будет составлен административный материал и принято решение согласно Кодекса об административных правонарушениях. Султания Седокаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Отсутствие светофоров на пешеходных переходах – одна из серьезных проблем Симферопольского района. Жители сельского поселения Богдановка уже долгое время жалуются на отсутствие светофора у их остановки. Неоднократно на этом месте происходили дорожно-транспортные происшествия. Подробности в сюжете. Главная проблема, которая на протяжении 10 лет беспокоит местных жителей, это отсутствие светофора на Евпаторийской трассе у остановки села Богдановка. Это наиболее опасный участок. По словам жителей, здесь часто сбивают людей. На этом месте сейчас установлен только знак пешеходного перехода, но ни разметки, ни светофора здесь еще нет. Неужели стоимость светофора дороже человеческих жизней? Людей здесь сбивают регулярно. Практически каждый месяц в какой-то семье горе. Дети ходят в школу. С той стороны тоже детям практически 2 раза в день приходится переходить эту дорогу. Родители не все в состоянии провожать детей в школу, в детский сад. Пожалуйста, как-то откликнитесь на нашу просьбу. Местная жительница Лариса Андреевская рассказывает, ее мужа недавно сбили на этом переходе. Вследствие ДТП мужчина получил инвалидность. Мой муж вот именно на этом пешеходном переходе 13 августа был сбит машиной. Сейчас в тяжелом состоянии. Инвалид остался на всю оставшуюся жизнь. Ослеп. Сотрудники службы автомобильных дорог Республики Крым об этой ситуации знают. По их информации, сейчас проводится процедура закупки товаров и услуг для выполнения строительно-монтажных работ по устройству светофоров. Местные жители просят в ближайшее время решить их проблему, ведь они устали жить в тревоге за жизнь своих детей и близких. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Крыму в скором времени запланирован первый выпуск информационно-культурологического журнала о народах и этнических группах, населяющих полуостров «Наш Крым». Это первый журнал, в котором планируют освещать культурные мероприятия всех народов, населяющих полуостров. Отметим, что журнал будет издаваться на средства Госкомнадзора и входит в медиацентр имени Гаспринского. Уже с нового года издание в 44 страницы будет выходить с периодичностью раз в квартал. На данный момент идет набор штата сотрудников, разрабатывается логотип издания. В журнале будет освещена история, культура, язык, традиции и обряды, искусство, традиционные ремесла, памятники культуры и архитектуры, деятельность национально-культурных автономий. «Наш Крым» – это будет культурологический журнал. В основном будет рассказывать об истории, культуре всех народов, населяющих в Крыму. У нас есть определенные наметки на это, как это преподнести, потому что не только история, не только культура, но и тот след, который оставили представители этих национальностей не только в Крыму, но и во всем мире, а также о наших исторических памятниках, которые существуют здесь, в Крыму. Культурное наследие будет обобщено здесь, в этом журнале. Конечно, мы будем давать также информацию о национально-культурных обществах, о национально-культурных автономиях зарегистрированных, которые проводят каждый год свои основные мероприятия. Первый выпуск журнала запланирован на декабрь этого года тиражом в 500 экземпляров. Предполагаемая территория распространения издания «Республика Крым», Севастополь, Москва и другие регионы России. Исторические родины народов Крыма. В первом выпуске, в первом номере мы постараемся дать общий обзор тех мероприятий, которые проходили в 2016 году. Это практически будет единственный номер, он будет обобщенный, как дайджест. И потом уже, начиная с 2017 года, если журнал будет достойного уровня и будет продолжать свою деятельность, то думаю, что будет такой формат. В каждом журнале будет подробный рассказ о каком-либо народе, населяющем Крыму, а все остальное уже будет информация о других народах, о мероприятиях, также и, конечно, как я сказал, о культуре, об истории, об образовании, даже о спорте.
По словам главного редактора, в скором будущем штат работников будет набран, поскольку на данный момент существуют большие трудности с работой журнала. Журнал будет в основном на русском языке, но, конечно, некоторые анонсы, особенно тех мероприятий, которые проходят в конкретных национально-культурных автономиях, эти анонсы будут даваться также и на родных языках. Мы будем знакомить, естественно, также с языками народов Крыма. Цель данного журнала – показать все народности, населяющие полуостров, ознакомить с их культурой, языком и обычаями таким образом, чтобы в Крыму было национальное согласие и единство. Алимия Кайбулаева, Умир Мустафаев, телеканал «Миллет». Сегодня все желающие, которые интересуются историей Крыма, могли посетить открытие выставки, посвященной истории крымско-татарского образования под названием «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться». Побывать на этой выставке удалось нашему корреспонденту Султание Меджид. Открытие выставки состоялось в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия. В начале мероприятия прошли молитву памяти ушедшей из жизни работницы музея Эльмиры Чалбашевой. Она занимала должность главного хранителя фондов музея. Kendi kollarımızı yukarı kotarıp yan sağa dua ettiğimiz yan sende dilemiz la ya Rabbil alemin. İlahi ya Rabbil alemin şu bizim meclisimizden, şu duamızdan bizlerden kabul eyle ya Rabbil alemin. На выставке были представлены основные этапы развития образования крымских татар, охватывая временной период от древних медресе до современного обучения на родном языке, а также документация и фотоматериалы, наглядно иллюстрирующие этапы становления системы образования. Организатор выставки Шафика Абдураманова отметила, что на выставке представлена не вся документация и фотоматериалы. Все мы представить не могли. Материал у нас собран. Я удивилась, когда, я, собственно, давно взялась за эту тему разрабатывать. Поначалу даже была какая-то опаска, смогу ли я сформировать, набрать материал на экскурсию, на одну выставку, на одну экспозицию. Но получилось, что материалу много, еще очень много предстоит разведать. Здесь мы просто не смогли в рамках нашего музея уместить все. Преподаватель истории Бие Ильясова отметила, что такие выставки необходимы для народа и должны проходить чаще. Считаю, что выставка, связанная с образованием, очень важна, потому что, вернувшись на родину, мы смогли лишь открыть 15 школ, а до войны их было 371. И глядя на эти фотографии, я думаю, что и наш народ, и властные структуры примут большое внимание для того, чтобы наше крымское образование развивалось. Как отметили работники Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия, подобные выставки полезны не только работникам сферы образования, но и тем, кто интересуется историей Крыма. Султания Меджид, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». А это все новости на этот час. В студии для вас работал Асан Абибулаев. До новых встреч в эфире.